Второй вопрос. Значит, несколько лет назад на одной из конференций ты сделал такое заявление, в котором ты сказал, что вот эти кадыровцы, которых мы сегодня называем кадыровцами, с ними, значит, я вас заверяю, что с ними нам придется восстанавливать, или с ними мы будем восстанавливать республику. Я один из тех, который распевал в школах «Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жив». Джохар Дудаев, офицер, величайший сын чеченского народа. У нас еще последний сопротивленец находился в горах Хасуха Магаладов. Он, Джохар Дудаев, не к нему в горы пошел, он пошел в академию, закончил эту академию. И сегодня я даже на тех чеченцев, которые многие называют кадыровцами, это чеченцы. И я вас уверяю, в один день придет день и придет время, именно с ними мы будем и восстанавливать наше государство. Я знаю, например, что ты ни в коем случае не имеешь в виду тех, у кого на руках кровь, кто повинен в бедах и трагедии нашего народа. Но вот это обобщенное заявление, оно как бы дало, значит, повод нашим оппонентам опять очередной раз вести дискредитацию против правительства и в частности против тебя. Мог бы ты вот это заявление уточнить, с какими кадыровцами будем строить или с какими кадыровцами не будем строить государство? Сегодня чеченцы, которые находятся на оккупированной территории Чеченской Республики, они все являются кадыровцами. Если исходить из политической реалии, которые сложились в Чечне. Вы не найдете ни одного чеченца, который сегодня, находясь в Чечне, вам скажет: нет, я не кадыровец, я не признаю власть Кадырова, и я готов отстаивать какую-то другую позицию. Таких людей сегодня в Чечне нет. Но в Чечне проживает наш народ, наша нация. И, естественно, я знаю, о чем вы говорите. Мне буквально перед нашим эфиром кто-то сбросил этот отрывок из моего доклада, который я сделал в 2017 году в Брюсселе, перед тем, как мы подписали меморандум о том, что Чеченская Республика и Российская Федерация будут строить свои отношения на основе принципов и норм международного права, то есть на основе договора, который был подписан Ельциным и Масхадовым. И вот на этом форуме я выступил, и это было в моем докладе, который удуговцы выхватили из контекста и это представили. Но я могу сейчас опять-таки повторить. Да, мы будем восстанавливать наше государство, мы будем укреплять наше государство и с теми чеченцами, которые сегодня находятся в Чечне и вынуждены называть себя кадыровцами. Я ни в коем случае не имею в виду и никогда не имел в виду о том, что люди, которые предали свой народ, являются палачами чеченского народа, как бы они себя ни называли, кадыровцами, алхановцами, кем бы, путинистами, эти люди понесут соответствующее наказание за свое предательство. А те чеченцы, которые вынуждены находиться под российской оккупацией, в соответствии с нормами шариата, с международными нормами, мы не имеем права зачислять этих людей в разряд предателей и изменников. Если вы руководствуетесь международными нормами, если люди, которые оказались под оккупацией, под чьей-то, если власть и государство не сумело их защитить, они являются жертвами, да? Они приспосабливаются к той ситуации с одной единственной целью, чтобы выжить. И наш народ сегодня, находящийся под российской оккупацией, под тиранией Кадырова и его палачей, он выживает. И поэтому я не зачисляю чеченский народ, который находится на территории Чечни под российской оккупацией, врагами чеченского народа или чеченского государства. Сегодня в вооруженных структурах России под российскими флагами служат более 50 тысяч чеченцев, молодых чеченцев, которые привлечены к эти структуры насильно, ненасильно, или же сложившаяся ситуация, которая есть на сегодняшний день и на сегодняшний момент. И вот в том моем выступлении, когда я говорил о Джохаре Дудаеве, мы имеем опыт,
Мы после депортации, где мы потеряли больше половины нашего населения в результате геноцида во время депортации, после возвращения, после 13 лет нахождения в Сибири и после таких потерь, чеченцы, которые вернулись на родину, они еще, хотя сопротивление, чеченское сопротивление, очаги не были погашены, костры в горах еще горели. Они не в горы ушли к тем, кто продолжал сопротивление и все эти годы находился на территории. Они вступили в те структуры, академии, военные академии. Те люди моего поколения, это они помнят. И сегодняшние молодые чеченцы, которые выросли под российской оккупацией, да, они идут в эти структуры. Но имеем ли мы право зачислять их и объявлять их врагами чеченского народа? Мое мнение, категорически нет. Политически это нам выгодно? Категорически нет. В каком отношении может быть это выгодно? И кому выгодно, чтобы мы имели конфронтацию с чеченцами, которые находятся на территории под российской оккупацией? Это выгодно только тем, кто не хочет деоккупации нашей страны, тем, кто не хочет объединения нашего народа, тем, кто не хочет укрепления и восстановления нашей государственности. Моя позиция заключается в том, что мы должны объединиться, и мы должны с помощью тех, кто сегодня находится дома, и деоккупировать нашу страну, и восстановить нашу государственность, и усилить наше государство. Это моя позиция, я от нее никогда не откажусь до тех пор, пока я буду заниматься политикой и говорить о политических реалиях или о политических перспективах чеченцев и нашего государства, я буду держать этот курс. Этот курс определен, и он абсолютно утвержден членами Государственного комитета деоккупации. Это не только моя позиция, это позиция нашего руководства, высшего руководства Чеченской Республики Ичкерия. Мы эти темы всегда обсуждали. Даже перед тем, как я делаю какое-либо заявление, мы эти вопросы выносим на обсуждение Государственного комитета деоккупации. И после наших дискуссий, после того, как мы обсуждали все эти вопросы, я после этого делаю какие-то заявления, связанные с ситуацией, политической ситуацией и в Чечне, и с тем, что мы делаем сегодня. Поэтому, Шамиль, мне нечего стесняться, и мне нечего не перед кем оправдываться. Это моя твердая позиция, что чеченский народ, он должен объединиться, чеченский народ должен объединиться на принципах своей государственности, независимости и исключать из этого процесса населения, которое сегодня находится под российской оккупацией, благодаря которому мы сегодня имеем наше Отечество. Если бы все чеченцы, как в свое время убыхи, адыги и другие племена выехали бы из нашей территории, сегодня уже сколько лет? Более 200 лет черкесы, адыги и другие народности, которые покинули свою страну и свою историческую родину, они до сих пор не могут возвратиться. А у нас есть реальная перспектива возвращения на нашу родину, возвращение и восстановление нашей государственности. И это произошло именно благодаря тому, что, несмотря на жертвы, на унижение, на насилие, на несправедливость, которая творится на нашей земле, этот наш народ, господин чеченский народ, сохранил нам наше Отечество, и мы должны быть им благодарны и признательны. А тех, кого мы сегодня пытаемся зачислить в предателей и приговорить к высшей мере наказания, или я не знаю, кто себе как это представляет, это дети тех людей, которые сохранили наше Отечество. Это те дети, которые остались на этой территории, и сегодня мы благодаря им имеем наше Отечество, и мы можем на весь мир говорить о том, что наша территория оккупирована. Мы это можем говорить, потому что там есть наш народ. Черкесы, другие национальности, убыхи, которые практически исчезли, они не могут говорить сегодня так же, как мы, ссылаясь и апеллируя к народу, что народ находится под оккупацией. Поэтому я уверен в том, что мы должны выстраивать отношения. Мы и чеченский народ, который находится и который ждет нашего возвращения с тем, чтобы мы могли восстановить нашу страну и с тем, чтобы мы могли деоккупировать с их помощью нашу страну. Мы должны быть им признательны, и мы им признательны.
И мы говорим им, иншаллах, мы победим, иншаллах, они будут свободны, иншаллах, наше государство будет независимым и свободным. Я надеюсь, что наши оппоненты найдут себе достаточно достоинства, чтобы вот это выступление полностью, значит, не вырезать из него какие-то отрывки, а опубликовать полностью.